Таван Осхагал. Таван Осхагал. Өрі булды радиотлегені мірзем. Беріншәге эфирда Таван Осхагал калары. Эпине шак самантра сиренбе эпе элдияр. Шавын беге хебір баян сиренбе Таван халы историне. Тепленре хожым блатма тада унри выртынлық сыне. Тенже умне каларма пултары бар. Баян берене малданхи каларым сыне малалаты садени бекехінде ярым тебір енжен кайы хали бер чаваш халық үнере енжен хамыр истории бетепленрех палашма тұрыжы бар. Берім баян пылғар дабхыренжи чаваш музыкин Адаланове тимлехре буле шамбада берім бадахынана баян Михаил Григорьевич Кондратьев келзе житре чаваш патшалы гуманитариус лыхизен институтчен Тяп наука исчения шавынбеге искусствоведения тухтаря профессор. Бер баян шагамбек котказы идывасюцеват пар Михаил Григорьевич пабер вырыслагалась сабыры бір шавынбада. Перембе бірле булма ехрават прозере хамыр жаваш музыки берге гытларах пыльмешкень гыдат бар. Михаил Григорьевич, у нас сегодня очень сложная тема, поэтому хотелось бы сразу же спросить, наверное, как можно узнать, какой была музыка в булгарскую эпоху? Это же настолько давние этапы, это 800 лет назад. Неужели есть методы? Ну, во-первых, я вас приветствую слушателей. Вот. Вопрос совершенно серьезный и правильный, потому что с той эпохи сохранилось? Сама песня сохранилась, музыкальные инструменты, конкретных уже живых нет, но они воспроизводятся, какими были столетия назад. Ну что, 800 лет это не так много, можно говорить о 2000-летии культуры чувашской, это данные историков. Вот. И проблема, как извлечь эту информацию. Значит, для этого в науке есть такие известные методы, как сравнительно-исторический метод, типологический, теоретический. Вот, собственно говоря, мы этими методами и можем получить представление о том, что было столетия и даже тысячелетия, я постараюсь это подтвердить, тому назад. Вот. Но тут вот с помощью этих методов что можно говорить? Прежде всего, по данным историков, лингвистов, культура предков чувашей, живших в составе прото-булгарских племен, еще вообще для того, чтобы ориентироваться в истории, я вам скажу, главная, так сказать, схема этногенетическая чувашского народа, предков, из 4 этапов состоит. Булгарский – это 3-й этап. А более древние 2, значит, центральноазиатский, выходцы, значит, со стороны Китая, еще хунну-гунны, потом, значит, северокавказский, потом, значит, камско-волжский, и современный этап – это казанский, называем условно. Вот. Мы сегодня в основном будем говорить о 3-м этапе, камско-волжском. Ну, то есть, вот, собственно, Волжско-Камская Булгария. Ну, она до XIV века существовала, пока там Золотая Орда не сменила, там Казанское ханство. И, наконец, после этого уже нынешняя, это Российская империя, в которую чуваши вошли и были, как академик Тихомиров, историк, мне очень нравится, он сказал, чуваши были первым крупным народом, вошедшим в состав тогда Московского царства, то есть Московии, и с чего началась история империи уже. И любопытно, что Тихомиров говорит, это первый крупный народ, хотя менее крупные народы тоже постепенно входили, мы знаем и татарская, значит, территория, и вплоть до Крымской и Астраханское ханство, все это постепенно входило. И потом Сибирь вся осваивалась. Вот. Но чуваши, значит, все-таки значительную роль играли именно в этом процессе. Так вот, прежде всего, Волжско-Камская Булгария известна даже тем, что
где-то в IX веке, в самом начале этого этапа третьего, то есть практически на втором, высокий уровень цивилизации хозяйства и государственного устройства. Была же до Полско-Камской Булгарии, как она, Великая Булгария. На Северном Кавказе. Да, вот. И вот о музыкальной культуре можно сначала предполагать, что тоже такой же уровень был, если он высокий, если понятие из экономики и хозяйства венгерский язык заимствовал, это их же подсчеты, около 300, 297, по-моему, слов у Гомбаца опубликованы. Вот. Но вопрос-то это вот косвенно, а прямо об этом пишет именно музыкант венгерский Золтан Кодой. Вот, я процитирую. У него статья-то называется «Зачем нам нужна чувашская музыка?» Вот мало кто знает, потому что это учебник пентатонической музыки. Они изучали древние корни своей мадьярской песни и поняли, что вот марийцы, их так по языку родственники, и не родственники им, но чуваши, имели ту самую систему. И он в учебнике такое предисловие пишет: «Зачем нам нужна чувашская музыка?» Ну, не музыканты, к сожалению, не читают это. Но я так популяризирую такие интересные вещи. Что он там пишет? «Предки чувашского народа, тюркские булгары, жили когда-то в V-VII веках в течение приблизительно 200 лет вместе с венграми к северу от Кавказа. Наш язык до сих пор хранит память об этом в важнейших словах земледелия, скотоводства, общественной жизни. Тоже можно сказать о нашей музыке. Листая чувашские собрания, мы то и дело находим родственные звучания». То есть какие-то характерные ладовые особенности современной чувашской музыки находятся в венгерской музыке? Вот. Дело в том, что Кодай и его современник и соратник, великий, можно сказать, венгерский композитор Бела Барток, как раз и говорили о том, что нам надо ехать в Поволжье и собирать материалы на месте от своих родственников и соседей. Чуваши для них соседи. Вот. Ну, это отдельная история, могу рассказывать, что Барток уже изучал русский язык для этого, где-то в 1911 году, но пока он изучал, началась мировая война первая, и его поездка отложилась. Кодай мечтал об этом, но он в 30-е годы уже использовал книги, изданные в Чувашии, чувашские народные песни, и в своем труде о венгерской музыке, у него отдельная книга большая, на русском языке они ее перевели сами. Значит, он как раз приводит примеров чувашских больше, чем марийских. Обнаружили, что сходство у чувашей такое незаменимое для того, чтобы найти интонации, образцы музыки, которая осталась больше похожа на древнюю. Они совпадают с венгерскими, но это вот его формулировка. Но чуваши, мы, говорит, развивались здесь, на Дунае, вот, более быстро, потому что окружение на нас влияло. А чуваши, оставшись на месте, значит, сохранили музыку, больше похожую на древние. Они, говорят, тоже изменялись, но вот. Но вообще фольклор известно, что особенно музыкальный фольклор, он ведь бессознательно из поколения в поколение переходит. И его свойства хранятся, что там, столетия, тысячелетиями. Это медленная музыка, почти не меняющаяся на протяжении 2000 лет, я бы сказал. Об этом чуть еще к этому вернемся. Михаил Григорьевич, ну вот хорошо, мы говорим про венгерскую музыку, которая могла заимствовать, которая, может быть, параллельно развивалась на тот момент с музыкой предков чувашского народа. Но
ведь венгры — это финно-угорский народ. У них, наверное, какая-то другая культура по сравнению с выходцами из Азии. Как так получилось, что они ее переняли за достаточно короткий срок, но сохранили в долгосрочной перспективе? А вот вы делаете вот такую типичную, ну, не скажу ошибку, но вот ход мысли. Раз они финно-угорские, значит, и там и музыка такая же. Не надо смешивать лингвистику и языковое родство с музыкальным. В данном случае это, кстати, одна из тем, на которой я часто выступаю. Вот те же марийские исследователи современные иногда находят вот в эстонской музыке, в эстонской песне есть вот такие ритмические фигуры, там еще чего-то. Пентатоники, кстати, нет. Ну, вот это вот говорит о древнем родстве и прочее. Да обернитесь вы от севера к эстонцам, повернитесь вы сюда, на восток и на юг, к чувашам, ближайшие соседи и родственники. И вы увидите, что здесь гораздо больше, чем у эстонцев это. Вот. Поэтому ничего удивительного нет. А о чем говорит вот эта история Кодая? В IX веке мы восприняли терминологию и музыку от предков чувашей. Это означает, что предки чувашей, тюркские булгары, как он говорит, имели такую высокоразвитую систему, что она отложилась у мадьяр, у древних, отложилась, и до сих пор они в 20 веке только это раскопали. Вот. Ничего удивительного в этом и нет. Только надо понимать значительность вот той истории 200-летней, когда близко общались и воспринимали более высокие, значит, ценности музыкальные. Вот о чем можно говорить. О пентатонике, кстати, хочу сказать, не просто пятизвуковая система. Она известна во всех частях света, и у русских немножко есть. Они, правда, не о пентатонике говорят, а об ангеметонике. То есть о системе не из 5 звуков, а там 2, 3, 4 тона из 5 уже в древних слоях есть. А у нас полностью 5-ступенная система, как у китайцев. И вот здесь, кроме общей 5-ступенной системы, еще они очень много искали параллелей в так называемой транспозиции, когда каждый куплет состоит из 2 половин. Одна поется в одном 5-ступенном строе, вторая половина транспонируется. Эта же мелодия сдвигается на квинту вниз или на кварту вверх, что одно и то же. И вот такая транспозиционная структура есть только у марийцев и только у чувашей. И у венгров. венгров. Я попробую, просто чтобы на слух. Я, конечно, не мастер пения, но поинтонировать могу. Так, можно, да, мне? Значит, вот одна из знаменитых свадебных песен «Туй-туй-туй-дезе». Вот первая половина. Туй-туй-туй-дезе, туй-туй-туй-дезе. Ширте прецекил демер, шулкью заматухмазан. Это половина. А потом то же самое, только со сдвигом на квинту. О-о-о-ярара. О-о-о-ярара. Дара-дара-да-дара-дам, да-дарам-дара-да-да-там. Там-там, дара-да-да-там. А потом та-та-да. На квинту сдвигается. В общем, насколько я наглядно попытался показать, вот эту систему структуры они обнаружили как раз у чувашей, и в своих примерах очень много об этом говорят. Но ведь подобный транспозиционный момент, он встречается у нас, по-моему, по большому счету у верховых чувашей, да? И у переселенцев из верховых. И у Анат-Янджи.
А у среднезавод на тоже. Тынчи тоже. То есть иногда говорят, что это марийское, там все такое. Нет, не надо, так сказать, упрощать. Дело в том, что эта система, она у всех северных чувашей. Только она 3, которые туда, в Татарстан дальше, туда на восток живут, у них действительно это редкость. Вот. Но это о пентатонике, если говорить. Вот о пентатонике. На самом деле везде говорят, чувашская музыка построена на пентатонике и так далее. Вот можем объяснить просто слушателю без музыкального образования, что такое пентатоника? Вот нередко ко мне подходит, но надо объяснить все-таки, что это такое. Это надо просто слышать, потому что вообще в мировой практике, можно сказать, стабилизировались акустически, выработались такие звукоряды, то есть набор звуков, из которых создаются мелодии. Самые, так сказать, не самые, а наиболее распространенные — это семиступенные: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И опять до, ре, ми, фа, соль, ля, си, выше на октаву и так далее. Так вот, пентатоника как бы не все эти звуки берет, а только 5. Это с точки зрения акустики как бы начальное, то есть строится звукоряд по квинтам. Не буду я уже эту технологию говорить, но проще всего посмотреть на клавиатуру фортепиано. Она всем известна. Белые клавиши — это семиступенный звукоряд, черные клавиши потыкайте на черные клавиши, и вы услышите пентатонику. То есть в чувашской традиционной музыке здесь нужно понимать, что все ноты, которые у мира есть, которые вообще известны, они в чувашской музыке присутствуют. В принципе, да. В определенной комбинации. Да. И именно в древних слоях, в старинных обрядовых песнях пентатоника в чистом виде. Сейчас как-то об этом никто не заботится, даже композиторы. Но иногда, как услышишь, иногда ведь, как говорят, китайскую, говорят, там послушал какую-то песню, прямо как чувашская. Так вот, это на слух действительно ощутимо, что набор звуков тот же самый. При этом устройство, тоже можно говорить, там опорные звуки, неопорные, устойчивые и прочее. Но это надо слышать. Надо петь больше, и вы почувствуете прелесть. Причем прелесть настоящей чувашской пентатоники, она в том, что по сравнению с семиступенными тональными звукорядами имеет опору, как говорят, не на тонике, а на доминанте. То есть не на неустойчивом звуке, который надо разрешать. Даже то, что я свадебную песенку тоже вполне она закончена, мы слышим та-та-там. Это все, можно остановиться и чувствовать, что песня закончилась. Но теоретически, с точки зрения немецкой и даже русской теории, это доминанта, которую надо опять разрешать. На словах это, конечно, не объяснишь, но надо петь, надо слышать. Поняли. Хорошо, Михаил Григорьевич. Возвращаемся к древнему этапу, когда у венгров эта музыка проявилась, так или иначе. Что у нас сегодня конкретный вопрос. Волжско-болгарский период. Венгры — это у нас Золотая Болгария, Великая Болгария, более древняя. А про Волжскую Болгарию мы можем что можно сделать? Говорить? Конечно, в Волжскую Болгарию предки пришли с Северного Кавказа, а раньше еще, из Центральной Азии вышли. И что изменилось? Природные условия совершенно другие. Леса, наши особенно хвойные леса, это, между прочим, не случайно. О хвойных говорят сосны у нас, какие замечательные, корабельные там... древесина. Ель у нас имеет, тоже есть порода ели, так называемой резонансной. Об этом писали еще, до революции. Об этом говорили, что в Заволжье от Козьмодемьянского уезда есть ель, обладающие такими резонансными свойствами для музыкальных инструментов, что по качеству они не уступают зарубежным сортам
дерева, которые Россия закупала, скрипки делали. И вот когда сюда попали чуваши, ну, тут не только леса, но и степная немножко территория, лесостепь, мы говорим. Так вот, здесь, видимо, и изменилось, во-первых, само хозяйство, скотоводство, сроки земледелия, весна позже наступает. Мы, конечно, знаем, что такое Навруз. Иногда мы тут в Чебоксарах начали отмечать тоже праздник узбеков, еще центральноазиатских народов. А у нас есть месяц Нарс. Все знают, но не понимают, что это такое Нарс. Это февраль. Дело в том, что февраль, это вот слово Навруз в чувашском трансформировалось в Нарс, но в феврале никто, значит, вот этот праздник не будет отмечать. У нас гораздо позже, это у нас в апрель. Все сдвинулось, вот хозяйство, обряды, соответственно, вот и формы земледелия и скотоводства. А когда обряды меняются, календарная система вся меняется, у нас сменилась вообще система праздников, обрядов. Знаете, что, например, выпало? Эпос. Чуваши, и татары тоже, кстати, страдают иногда, ну, в каком смысле, что говорят, да, у нас тоже были когда-то героические эпосы, там, но песенного эпоса у многих народов есть, ни у чувашей, ни у татар нет. Песенного, именно поющегося, типа былин, или там киргизский манас, великие, так сказать, эпические. А у нас нет. То есть у нас сказки богатырские есть, какие-то понятия есть, а чтобы это пелось, у нас пропало. То есть в условиях вот лесостепи, причем когда уже позднее вот Казанское ханство и, значит, Российская империя, уже отпала необходимость воспевать героические, ну, в защите. Герои защищали свой народ, богатыри, и это воспевалось. У нас это просто исчезло. 1000 лет назад как раз это было. В прозаической форме сохранилось. Вот оно-то как раз и есть один из признаков трансформации системы. Раньше это было. Потому что были кочевники, была система и народной поэзии такая, когда древние предки, конечно, воспевали своих героев, а на территории вот уже Волга-Камья необходимость отпала, и оно, видимо, просто исчезло. Михаил Григорьевич, у нас даже пришло время до короткого перерыва, поэтому Эллада Данилова тут уже показывает нам, что время подошло, поэтому через несколько минут мы продолжим тему. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Таван Марзем, Малалах Каят Прага, Пирин Каларам Малалах Пырати, Зельдерить Прахнара Михаил Григорьевич Кондратьев, Пирань искусствоведение духтаре, профессор, Чеваш Пачал гуманитариус Лохизень институчень, Теп наука исчения Зинчем Пире, Баян Палхардаб Хринчи, Чеваш музыки Бирки Калать. Михаил Григорьевич, мы охватили очень большой исторический промежуток времени, характеризующий чувашскую музыку древних этапов. Однако вопросов становится все больше и больше, потому что действительно не совсем понятно, каким образом из современной музыки, из современной чувашской музыки, той, которая сохранилась, мы все еще можем реконструировать, узнать, что происходило здесь в период Волжско-Камской Болгарии, как можно увидеть, вы говорите, о 2000 лет чувашской традиционной музыки, да? Хорошо, пентатоника. А есть еще какая-нибудь черта, которая говорит об архаичности, о том, что эта музыка, она действительно очень долго менялась? Что-то такое, что показывало бы, что действительно подобные системы, они говорят прежде всего о тысячелетней, 2000-летней древности. Есть такое, есть. Потому что пентатоника – это, так сказать, звуковысотное устройство. А есть ритмическое устройство, то есть звуковременное, как мелодия разворачивается во времени. Вот. И здесь очень интересное явление, о котором в XIX веке еще написал Машков, какое он там слово-то употребил, о том, что
ритм этих песен чувашских очень неровен. И чтобы его записать, пришлось ему придумать специальную систему, как мы сейчас говорим, форшлаги, которых, в общем-то, в мелодии нет, но он говорил об ачиакатурах, такое старинное слово употреблял, и записывал чувашские песни с помощью этих специальных значков ачиакатур. Это потом, через 30 лет, очень смущало, даже возмущало Федора Павловича Павлова, нашего первого, можно сказать, музыковеда такого, который писал статью в 22-23 году, она опубликована в Чувашском календаре, «Чувашская музыка». И он там говорит, что если послушать Машкова, можно подумать, что чуваши поют неправильно. Нет, говорит он, это не ровный ритм, это метаболический ритм. То есть это такой ритм переменный, как мы современно можем говорить. Но теорию вот такого ритма, в общем, она появилась в 60-х годах 20 века. Именно теория, общая теория такого ритма, который называется квантитативный. Это английское слово, латинское quantity, временное, значит, время, в отличие от quality, качество. Вот, количественный ритм такой, временной. Это Мирон Григорьевич Харлап, такой москвич, изучал древние культуры, и у него есть великолепные, значит, статьи даже в музыкальной энциклопедии. А это уже в 70-е годы стало нам доступным. И я, изучая ритмы чувашских песен, уже в 70-е годы я начал, первую статью я писал в 1974 году, не зная этого, я мучился, как это все описать. А когда почитал этого Харлапа, увидел, а у нас это квантитативность. Причем та, которая очень хорошо проявлялась у древних греков, там, римлян, у арабов. Он там широко весь мир берет, античный. И чувашская музыка легла прямо вот по всем параметрам в эту систему. Вот. И я уже потом кандидатскую диссертацию защищал в 1984 году в Ленинграде. После этого приняли мою рукопись к изданию в издательстве «Советский композитор» в Москве. Нашли интересным это. И она вышла в 90-м году. Вот история изучения нашей квантитативности. А на самом деле эта квантитативность древнейшая. Причем очень... древнейшая это до новой эры еще, если греков взять. Если Илиаду Гомера, Одиссею Гомера почитать, а там шестистопным дактилем каждая строка выстроена. Вот. Но чувашская, в отличие... Я только некоторые особенности могу говорить. Если у Гомера все 6 стоп одинаковые, дактиль, та-та-та, та-та-та. Вот греки тянули, у них в языке долгие и краткие слоги различаются. Это известно. А потом уже теоретики говорили, сегодня в 20 веке мы уже не можем представить, как это исполнялось там в античности. Чуваши поют. Но не все стопы одинаковые, а стопы могут быть разными. У греков это было как исключение и, достаточно редкое. А у чувашей, есть одинаковые стопы. Вот давайте я вам опять попробую изобразить ритм. Поющийся ритм всегда там долгие краткие тоны есть. Весь кук-кук. Вот весь кук-кук. Краткое и долгое. Весь кук-кук. Варма херне чидичень. Варман херне чидзесень. Чалраш торне ларза.
Вот здесь все стопы одинаковые. И это вот в античную теорию вполне укладывается. Хотя мелодии, можно сказать, вполне современные, но пентатоника наша, вот все. И ритм, то, что греки называли ямбический, краткий, долгий. Краткий, долгий. У русских, кстати, ямб – это совершенно другое понятие. В поэзии это безударный и ударный слог. Мой дяса, мыхче, сных правил. Когда однажды за не мог. Вот ямб русский. А чувашский там-там, та-там, там-та-там, там-там, там-там. Интонируемый продлением, причем в определенных пропорциях. Здесь единица, 2 единицы, короткая, долгая. А может быть единица, 3 единицы, единица, 4 единицы. То есть у нас стопы, мы услышим, я думаю, в исполнении вот ансамбля «Дива». Я специально попросил, значит, записать номер 1 там. Ахкая, про который Да, Ахкая, обратите внимание, там, значит, как раз вот эти ямбы, все время слышно, что вот ребята из музыкального училища, исполняют не инструментальную часть, которая, так сказать, антураж вокруг, а вокал весь из вот таких ямбических фигур. Давайте прослушаем немножко. Ахкая пор, инже сюла, айкая пор, кая парда, айки меспер, темерлеге. Достаточно, потому что это прекрасная песня, и там опять инструментальные импровизации будут, но внимательному слушателю легко понять. Первая стопа короткая 1 к 2, вторая стопа, то есть четная, гораздо длиннее. И эта вот пара стоп из 3-5 все время повторяется. То есть структура вообще чудесная, что вот эти... Здесь формула из меняющихся размеров. Ну, греки называли логоэдами подобные вещи. Ну, чуваши название для этого не придумали, но вот эта система не новая. Еще раз повторяю, немецкие исследователи пишут, что мы не можем себе представить, как греки пропевали свои интонации, а чуваши просто поют. Не представляют, а поют. То есть, если мы говорим о квантитативном ритме, мы прежде всего говорим о ритмике древнего мира, которая в современный мир у большинства народов просто не вошла. Да. Дело в том, что вот это надо читать. Мирон Григорьевич Харлапа, универсальный ученый. Между прочим, в этом смысле наша отечественная музыкальная наука превзошла. Но вот на Западе я не встречал, чтобы вот подобные были. Какие-то частные вещи описывают, знают, но цельная система, что это этап развития культуры народов древнего мира, он вот называет как раз времяизмерительный, квантитативный. Это этап, когда вот эти поэтические, музыкально-поэтические произведения рождались профессионалами.
потому что это и описывалось в каких-то трактатах среднеазиатских, центральноазиатских. Значит, и греческие ритмы хорошо описаны, формулы, все подробно. Есть литература на эту тему. Вот. А чуваши не имеют таких поэтов. И это для меня было проблемой на каком-то этапе, когда я защищал диссертацию, боялся, вот зададут вопрос. Но этот вопрос не задали, об этом я разговаривал с самим Харлапом уже после. Когда я осмелился ему показать наши примеры, он говорит, да, это, конечно, квантитативность. Неужели у вас не было поэтов? Я говорю, наверное, в глубокой древности они были, но вот наши многочисленные переселения, вот 4 этапа, конечно, они отрезали вот эти корни. Сохранилась система в песне, в современной песне. А откуда она взялась, никто не помнит. Мы только теоретически, вот это историко-типологическое изучение показывает, да, эта система жесткая, хорошо сохраненная именно чувашами. Михаил Григорьевич, тут Эллада Данилова напоминает нам, что время уже выходит, поэтому я еще раз приглашаю вас на следующий эфир, выражая огромную благодарность за сегодняшний, поэтому на следующей неделе, я думаю, мы еще увидимся, продолжим эту тему, потому что, мне кажется, сегодня происходят какие-то удивительные моменты, когда мы на свою традиционную музыку можем посмотреть совершенно другого ракурса, и это безумно ценно. Тусы мазлер захварат пробирим батраха нарачи ваш патшала гуманитария слухи зени институчень наука тебящения шавамбекеки искусствоведения тухтаря тогда профессор Михаил Григорьевич Кондратьев пульджа и беречи ваш музыкинь а волхи паларами занимаем пахса духрамар. Михаил Григорьевич, до новых встреч. Радио Тегенцем тебе предел получень. Всего доброго. Таван Осхагал. Таван Осхагал.